страшно было. Постараюсь уложиться в очень короткий регламент, поберегу ваше время. Очень кратко, да. Я сам с детства, по идее, был русскоязычным, но я потом переучился. У меня родители решили, что русский язык мне в жизни пригодится гораздо больше, и они хотели, чтобы я хотя бы на одном языке говорил чисто. Свободно, да? Да, нет, чисто именно. Поэтому меня учили в чистом виде русскому языку без вкраплений. Потом уже я самостоятельно начал изучать якутский язык, и как это произошло. Ладно, я понимаю, что меня вот в деревню отправляли к родственникам, там 100% якутскоязычная среда, но его вот всерьез я начал изучать именно как литературу благодаря рубрике в газете «Дерсас» «Харанахос». «Темная комната». Я сам как писатель-мистик, да, мне очень интересно было это с детства читать, и я прямо со словарем вот сидел и читал, потому что реально было очень интересно. Это я к чему, ну, сейчас я продолжу. Сам я писатель, мистик, начинал просто со страшных историй, потом расширилось это уже до мистики вообще. В принципе, там, например, там, про шаманизм что-то рассказываю и так далее, там, собираю информацию, распространяю. И я в итоге потом еще больше расширился. Просто годы идут, моему проекту уже 10 лет, он взрослеет вместе со мной. Он уже, наверное, даже в целом про фольклор. Вообще как таковой, про современный и более старый. Городской фольклор. Да. Нет, не только, кстати, про деревенский тоже. И, например, я провожу еще очень много живых мероприятий здесь вот в городе. Именно про деревенские, например, якутские истории или еще что-то такое. И, знаете, вот эта традиция снова начинает зарождаться, вот посиделки вот зимние, да, вот оказывается там, с такими вот вещами там. И меня зовут вот как сказителя именно для русскоязычных. То есть я о якутской культуре вещаю на русском языке, то есть в этом моя миссия. Вот что я говорю. То есть я, ну, как проводник, короче, со мной уже часто консультируются люди там по поводу фольклора, например, и так далее. То есть я популяризирую то, что было на якутском, на русском языке. Ладно, как бы, я думаю, хотя бы так я вношу вклад в культуру. Что я хотел сказать этим самым, да? Почему я заинтересовался вообще якутской культурой, якутским языком и так далее, благодаря интересным спецпроектам. У нас их как таковых на самом деле достаточно мало, то есть именно специализированных проектов. Ладно, с детьми мы более-менее как-то занимаемся хотя бы, да. Есть какие-то журналы, есть какие-то там мультики, еще что-то, да. Но это очень мало. Кроме этого, когда ко мне вот обращаются русскоязычные, я для них как проводник культуры, то есть я им рассказываю там Багалар это кто, там, Сюдикюн, вот это вот все прочее, да, какие были верования, гадания. Есть еще у людей такие интересные запросы, например, нет доступа нормального к литературе. Вот, я надеюсь, Максим не обидится, да, но сейчас у людей сильно нет времени, ну, постоянно бегать в библиотеку. То есть есть какая-то вот категория вот, все-таки фанатов, да, которые ходят осознанно, но у солидной части общества, там, 60%, или я не знаю, у какого, да, да, они не ходят, в том-то и дело. И люди, они жалуются на то, что нет доступа к якутской литературе, ладно еще на якутском, хотя бы на русском языке. То есть, где, например, можно вот пальцем ткнуть вот со смартфона, да, и открыть, например, найти Кулаковского. Это надо прям там в дебрях где-то. На сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. В два клика. Ладно, это тоже есть. Нет, это есть, я это не отрицаю, да. Но... Только люди об этом не знают. Да, люди не знают, и там интерфейс все-таки не сильно... А сейчас нейросеть мы запустили уже свою. Да, ну это хорошо. Не сильно, просто удобно. Пока что, особенно с телефона читать. Там на русском, да. на якутском. Вместе с То есть нужно интегрироваться. Да. Нам нужно элементарно просто успевать. Потому что мы просто не успеваем. Мы как бы топим за культуру, да, но мы пользуемся методами, там, я не знаю, 50-летней давности, 70-летней давности и так далее. Мы что хотим там, бумажные буквари печатать или что? То есть нужно просто успевать. Это раз. Второе, нужны в сети как можно больше интересных специализированных проектов. То есть я бы с удовольствием потреблял на родном языке
ну не только страшилки, но что-нибудь именно специализированное. Юридический контент, например. Да, ну, Сандара юрист. это может быть что угодно. Мгм. То есть это должно быть где-то Этнография, краеведение. централизовано, то есть... Да, это должен быть один ресурс. Да, у нас, к какой-то. сожалению, ИКТ ушел, например, да, и у нас местный вот интернет, он стал очень разрозненный, увы. Да, есть Да, такое. да. То есть на ИКТ там можно было бросить клич, или там попросить админов, чтобы они там где-то ссылку вот разместили. Или Джокер. что-то там, Да, 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 или да, хотя бы да, через да, Джокер да. обратиться. У нас этого нет, то есть вот это тоже, я думаю, Джокер повод всё для отлично. раздумий и размышлений. У меня все.